Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2020 года для овнов. Будем делать расклад на колоде Таро импрессионистов. Это вот коробочка их. И давайте приступим. Сегодня никаких дополнительных карт не добавляем. Только эта колода. Итак, первая самая карта, основные события недели, основные энергии, то, на чем концентрируется наше внимание, старший аркан Маг. А теперь посмотрим отношения, 3 карты. Работа, 3 карты. Финансы, 2 карты. И совет. Итак, прежде всего, карта Мага, старшего аркана, говорит о том, что будет очень много возможностей для новых начинаний, для общения, для новых встреч, новых знакомств. Также карта говорит о том, что вы можете не просто обновить жизнь, не просто, может быть, какие-то новые планы и цели осуществить. Вы почувствуете себя человеком совершенно другим, совершенно новым, и вы почувствуете, что все в ваших руках. Замечательная карта, которая говорит о том, что мы можем на этой неделе сделать то, к чему раньше даже боялись притронуться. Да? То есть такие у нас могут цели и планы осуществиться, о которых мы даже и думать не могли, не мечтали. Также карта связана с различными документальными делами, да, когда мы можем получать паспорт, когда мы можем получать визы, регистрации и так далее. То есть вот здесь вот разная бумажная волокита, подписание каких-то договоров, бумаг, договоры в плане работы, договоры в плане личных отношений, в плане финансов, все это здесь может быть. Эта карта такая легкая, то есть когда нам все будет удаваться. Мы, допустим, раньше и подумать не могли, что мы способны на такое, да, а сейчас нам все это дается легко. Вот у нас есть вдохновение, у нас есть сила на то, чтобы влиять на свою судьбу, решать любые свои вопросы. Также карта говорит о том, что мы можем на этой неделе заложить фундамент для своих будущих заработков, для хорошего материального положения. Если у вас есть такие цели, планы, то вот замечательно их можно реализовать, начинать, вернее, реализовывать. Но здесь вот в чем загвоздка? То есть если вы готовы взять на себя ответственность, если вы готовы начать вот именно сами, вот тогда только все получится. Если же рассчитываем на кого-то другого, если думаем, что кто-то должен первый начать, кто-то должен нам помогать обязательно, вот тогда может и ничего не получиться. То есть самое главное на себя акцент, на то, что вы можете все, и вам действительно все будет дано. Это есть такая поговорка «я вперед, кто со мной», да, то есть если кто-то с вами захочет рядом в это время быть, то хорошо, вам это только на благо, но вся ответственность на вас. Давайте посмотрим, что происходит в отношениях у тех овнов, которые ищут партнера. Выпадает у нас карта «Рыцарь чаш», и она говорит о том, что может замечательная быть возможность для встречи человека, который вам очень понравится, человека, который вам действительно подходит. Вообще чаши – это чувство, это любовь, это такое глубокое понимание. И поэтому, конечно же, рыцарь чаши вообще у нас связан астрологически с раком, а рак – это дом. То есть это человек, с которым вы будете чувствовать себя очень комфортно, и, возможно, ваши отношения действительно могут перейти во что-то важное, во что-то серьезное. Также, скорее всего, здесь будет очень много эмоций, будет очень много впечатлений. Скорее всего, надолго вам запомнится эта неделя.
Для тех, кто в паре, здесь выпадает у нас карта старшего аркана «Смерть». Здесь может быть очень такие кардинальные изменения в ваших отношениях. А если учитывать еще лежащие карты, то все обязательно к лучшему, да. У нас с одной стороны лежит рыцарь чаш, с другой стороны у нас шестерка мечей, да, то есть тоже карта перемен к лучшему, когда мы готовы к переменам. То есть какие-то кардинальные изменения в отношениях у овнов происходят на этой неделе. Причем это нельзя отменить, эта ситуация уже созрела, и здесь уже ничего нельзя поменять. То есть, скорее всего, это будет что-то неожиданное, скорее всего, это будет ситуация сложная, будет задевать ваши чувства, и вам будет трудно ее переварить, принять, но она обязательно к лучшему. Она уберет из ваших отношений то, что вам мешает, уберет лишнее. Эта карта также говорит о том, что вы можете что-то переоценить, да, переоценить ваши отношения с партнером, переоценить как бы ваше поведение, его поведение, да, то есть вот каким-то образом у вас здесь происходит понимание друг друга, и вы совершенно на новом уровне уже общаетесь. Ну, конечно же, здесь могут быть ситуации сложные, связанные с кармой, с судьбой, да, нужно быть осторожными в дороге. Обязательно вот у нас здесь на карте дорога показана, да, нужно быть осторожней, вот если вы, допустим, у вас какие-то перелеты, да, то вот эта карта все-таки говорит о том, что не время вам сейчас пускаться в какие-то дальние путешествия, особенно по воздуху. То есть лучше отложить. Потому что как бы это карта под управлением Плутона, а Плутон планета очень такая серьезная, да, то есть могут действительно происходить такие события, которые вообще меняют вашу жизнь полностью. И, скорее всего, вот не нужно сейчас пускаться в путешествие, потому что, ну, как бы могут быть какие-то сложности большие, да, проблемы какие-то могут быть. Так, что еще можно сказать? Могут возникать проблемы с деньгами, с долгами у вас в паре. Может быть, там не хватает денег, чтобы закрыть кредит. Или, может быть, еще какие-то сложности с деньгами вашими или вашего партнера. Могут быть сложности с государственными учреждениями какими-то, с судами и так далее. То есть вот здесь у вас действительно может быть все довольно-таки сложно. Что еще можно сказать? Знаете, может быть, для кого-то это может быть рождение ребенка, для кого-то могут выйти просто страхи какие-то наружу, да, вот если, допустим, у вас, ну, что-то в подсознании есть, вот на этой неделе может выплеснуться. Хорошее время для того, чтобы работать с психологом, для того, чтобы анализировать свое прошлое, да, вот разбираться с обидами. В общем, замечательное время для того, чтобы вычистить все лишнее, и ваши отношения обязательно улучшатся. Но все-таки от этой недели очень много зависит, поэтому, во-первых, будьте осторожны в проявлении чувств и эмоций, да, чтобы не наделать непоправимого. А во-вторых, старайтесь все-таки прорабатывать все негативные моменты, вот все, что происходит в жизни, события, встреча с каким-то человеком, какие-то обиды всплыли, все лучше проработать, чтобы не было потом сложностей, проблем. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта шестерка мечей, и карта говорит о том, что у вас есть возможность вот навести мосты, да, соединиться, объединиться. Но, конечно же, мечи – это всегда как бы быстрые действия, да, то есть нужно воспользоваться моментом, а он такой предоставится, конечно же, для работы. Те, кто у нас ищут работу, выпадает карта девятка пентаклей, и она говорит о том, что вы найдете то, что вас устроит и в плане финансов, и в плане вашей реализации, и в плане вашего опыта, будете очень довольны. Если будет работа, которая вам не соответствует, то, скорее всего, вы или не согласитесь на нее, или, может быть, даже просто вообще не будет таких предложений, да, то есть тогда вот пустая неделя для вас будет. Вот
повезет только с такой работой, которая вам действительно подходит. Если ее нет, да, то значит пока еще просто время для вас не пришло. А для тех, кто работает, выпадает туз пентаклей, тоже карта денежная. Она говорит о том, что нужно воспользоваться какой-то ситуацией, каким-то предложением для того, чтобы заработать в будущем. Здесь, конечно, нужно будет вложиться, приложить много усилий для того, чтобы реализовать этот проект, но может быть и отдача очень хорошая в плане финансов, в плане чего-то ценного, то, о чем вы мечтаете. Может быть, должность, может быть, хороший оклад, может быть, перевод куда-то вот на более престижное место. Но в любом случае туз у нас пентаклей – это карта чуть ли не самая лучшая в колоде. И если вы воспользуетесь этой возможностью, этим шансом на неделе, у вас, для вас действительно открывается совершенно новое будущее. То есть вы сделаете шаг вот в какую-то абсолютно новую реальность для себя. Но здесь вот обязательно нужно не прогадать, воспользоваться и не откладывать. Нужно действовать незамедлительно. И вот смотрите, у нас рядом лежит девятка пентаклей. Это карта, когда мы проявляем себя в полной мере, когда мы еще можем расти, да, вот как раз вот здесь вот у вас есть возможность вырасти. Может быть, это не будет заметно на этой неделе, но заложите вы основу именно сейчас. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта умеренность, замечательная карта, которая говорит о том, что вы уже многое сделали, и теперь пришло время пожинать плоды. Здесь выход на новый уровень, здесь увеличение потока, новые клиенты, контакты с зарубежными партнерами, возможность как-то улучшить положение финансовое, не затрачивая дополнительных усилий. Карта вообще связанная с Юпитером, с удачей, все, что бы вы ни делали на этой неделе, все будет приносить успех. Но самое главное здесь быть очень разумными, да, то есть нужно обязательно подумать, прежде чем принять решение. Можно посоветоваться с людьми знающими, можно расширять связи, можно совершать поездки. Все это на благо будет вашим делам. Для тех, у кого зарплата просто, да, которые работают по найму, здесь выпадает четверка мечей. Карта говорит о том, что пришло время отдохнуть, передохнуть, да, то есть, скорее всего, вы на этой неделе еще не получаете оплаты, скорее всего, не время. А если получаете, то вы, возможно, потратите ее на какие-то праздники, на развлечения, на отдых, на отпуск и так далее. Теперь для тех, у кого свое дело в финансах, Солнце. Карта говорит о том, что будет успех, будет прибыль, будет признание, в общем, исполнение каких-то самых ваших как бы радужных надежд в плане финансов. Кроме того, может быть два источника дохода. Может быть, открывается второй, да, вот здесь у нас два человека, Солнце, и вот как бы между ними такая дорожка, то есть, допустим, два потока сливаются в один. Вполне возможно, что на этой неделе есть возможность дополнительного притока денег, который станет постоянным и вольется в ваш поток финансовый в общий, надолго. Совет. В совете у нас выпадает карта Шут. И она говорит о том, карта говорит о том, чтобы мы доверяли жизни на этой неделе. То есть, с одной стороны, вот для нас открываются какие-то новые возможности, причем неожиданно. И мы должны правильно среагировать. Мы должны как-то воспользоваться этой возможностью себе на благо, даже если у нас есть какие-то ограничения, даже если все вокруг нас отговаривают от этого. То есть нужно довериться судьбе. Судьба вам дает шанс на этой неделе полностью свою жизнь поменять, как-то стать свободнее. Кстати, здесь вот может быть освобождение от каких-то обязательств, от каких-то трудностей, да, которые вот вас тянули вниз, не давали вам продвинуться, не давали вам быть собой. То есть вы почувствуете на этой неделе свободу благодаря тому, что вот примете какое-то важное новое решение для вас. Также эта карта связана с
таким детским отношением к жизни, да, то есть вот так карта и говорит, нужно относиться как-то по-детски, с юмором, с радостью, да, принимать то, что жизнь дает. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч.